А мы открываем гараж, и тут вот такая вот дыра. Такого они уж точно не ожидали увидеть в своих гаражах. Вместо стены дыра и никаких объяснений. Хотя за месяц до инцидента хозяева на двери обнаружили объявление. Написали бумажку, объявление, то, что надо подойти на Тукая, дом 125, и показать документы на собственность гаража и на землю. Мы подошли, показали все документы. Они сказали, то, что 1 августа дадут нам извещение или письмо, что-то такое, будет собрание. Вот. Мы сказали хорошо, 27-го мы пришли числа, они нам позвонили, сказали, уже снесли стену. Этот гараж принадлежит дедушке Адели, Харису Хасанову. Он его купил еще 25 лет назад. В 2009-м оформил собственность вместе с землей. Все документы у них на руках. Гараж мы купили в 1996 году. Тогда за гаражами был завод гвоздей. Потом он закрылся, и на протяжении почти 20 лет никакого производства не было. Вот в 2021 году начали строительство. Работы ведет Управление госэкспертизы и ценообразования республики. Здесь будет новый объект. Сейчас разбирают старые постройки. Разрушенная стена и была одной из них. Все гаражи здесь зарегистрированы в райисполкоме. То есть они все официально. Эта работа, честно говоря, это просто безалаберность. Можно было аккуратно снять и оставить стенку, и все. Чтобы понять, почему снесли гаражи, мы позвонили по указанному на паспорте объекта телефону, но не дозвонились. Вызываемый абонент не отвечает. На строительный участок нас тоже не пустили. Закон на чьей стороне? Кто прав, кто виноват? Что делать в таких ситуациях? Мы обратились к юристам. Данная организация, она какие-то имеет требования, притязания к этому участку или к этому зданию, к этому гаражу. Соответственно, они должны обратиться с уведомлением о добровольном разрешении этого вопроса и, соответственно, привести основания для таких требований. Вот. После чего, если собственник этой недвижимости не соглашается с данными требованиями, то данное объединение должно обратиться в суд для разрешения данного вопроса. Не было никакого сноса. Во всем виновата ветхость здания, прилегающего к гаражам, говорят в управлении. Мы, соответственно, сносили то здание, которое принадлежало именно республике. Есть на это соответствующие документы на снос этого объекта, также получено Минземимущество. То, что у них отсутствует простенок, как раз-таки обнаружилось во время демонтажа. Как нам объяснили в управлении, стена была одна на всех, на старые здания и на 3 гаража. Соответственно, когда объект снесли, пострадали прилегающие постройки. Главное теперь, кто будет восстанавливать разрушенное. Пока не могу комментировать этого, не знаю. Хозяева 3 пострадавших гаражей обратились в полицию. Считают, что нарушены их права как собственников. Намерены добиться справедливости в суде. В управлении же заявляют, что они заинтересованы в положительном разрешении дел для всех сторон. Фариза Мазитова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.